Отчетная кампания правительства Якутии стартовала в Ленском районе. Первая встреча с населением прошла в селе Чамча. Какие проблемы сегодня волнуют местных жителей, в материале Анны Кожевниковой. Состав правительственной делегации новый, а вопросы старые. Как рассказывают жители Чамчи, из года в год они озвучивают свои проблемы, но пока услышаны не были. Первая проблема – это ФАП, потому что у нас много очень пожилых людей, пенсионного возраста и семьи с многодетными детьми. И все они приходят, к нам приезжает один раз в неделю врач с Артанахара, и все идут в сельский клуб показываться. В зале, где отчитывается правительство, обычно и принимают пациентов в таких вот спартанских условиях. Вторая проблема – здание этого самого сельского клуба. Оно 89-го года постройки и было перевезено из закрывшегося поселка Отрадное. Строительство КСК чамчинцы ждут много лет. Ну а третью важную проблему обещал решить глава района – построить очистные сооружения для воды. В прошлом году мы специально во всех поселках, где есть скважины, сделали забор воды. Да, привезли сами главы взяли забор воды, не мы, они брали. Привезли на забор воды, опечатанный, там, с наклейкой, меню, там, Чамча, Артанахар. И когда мы сдали 2 места, и СЭС сдали и Минпроды, где лаборатория, они показали абсолютно хорошее качество воды. Но я понимаю, что в любом случае, конечно, в плане у нас в программе было в прошлом году 14 миллионов на приобретение, скажем, водочистных систем для поселков. Собственно, и КСК планируют строить за счет районного бюджета. В Чамче вопросов было мало. Это только старт отчета правительства в Ленском районе. Много сегодня зависит от инициатив граждан, заметили спикеры. У нас есть несколько направлений, как я говорила, это программа «Добрые дела Якутии в 21 веке», это программа «Комфортная городская среда», она, которая была тоже реализуется и на территории Ленского района. Это программы, которые финансируют через Министерство финансов. И сейчас вот эти все направления, касающиеся благоустройства, они будут объединены под одним направлением. В рамках одной из таких программ руководство Артанахаринского наследия разрабатывает проект квартала благоустроенного жилья. Это главное условие комфортной жизни в селе, и его диктует время. Колоть дрова и пользоваться удобствами во дворе сегодня не хотят и сельские жители. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.